Наш эфир продолжает программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин 21 апреля в очередной раз выступил с посланием Федеральному собранию. Ежегодное обращение лидера государства к парламенту является программным документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. В этом году значительная часть выступления была посвящена развитию страны, демографии и мерам социальной поддержки граждан. Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это Светлана Чусовская, начальник товарного участка филиала коммункомплектация ГУП ЖКХ Республики и автоволонтер. Светлана Валерьевна, здравствуйте, я вас приветствую. Здравствуйте. Давайте сначала с того момента послания, где Владимир Владимирович предложил в этом году компенсировать родителям половину стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. Мотивирует это тем, что именно в детстве на многие годы закладывается основы здоровья. На ваш взгляд, что это даст детям нашей страны, республики в частности? Да, вообще эта инициатива очень хорошая, отличная, потому что я сама являюсь мамой 12-летнего сына. И как раз сейчас такой возраст, когда детям необходимо вот это общение в лагерях. Это не только здоровье, но и развитие, общение, и провести тот же досуг все лето. То есть если родители там на работе и заняты. И субсидирование половины – это помогло бы очень сильно многодетным семьям, малоимущим и те, кто воспитывают детей, скажем, в одиночку, так грубо говоря, да. Конечно, это очень поможет и облегчит им жизнь. То есть это только полезная инициатива. И продолжая тему социальной поддержки семей с детьми, именно этому была посвящена большая часть выступления Владимира Путина, то какие меры поддержки семей вы бы еще отметили как наиболее важные и значимые? Я отметила там было, по-моему, 4 или 5 направлений, и мне очень понравилось направление лично для меня. Опять же, повторюсь, что я одна воспитываю сына, так получилось, да, и поддержка одиноким родителям, которые в одиночку воспитывают детей. Это очень хорошая инициатива. Также поддержка школьников, именно родителей школьников. Сейчас растут цены, подготовка детей к школе, да, дети растут, и в любом случае затраты растут, это всегда необходимо, и это очень ослабит кошелек, скажем так, родителей, это большая поддержка. Также в послании прозвучало, что будет на государственном уровне оказываться поддержка волонтерам. Как вы оцениваете этот шаг? Вы являетесь общественником, автоволонтером. Расскажите подробнее об этом, чем занимаетесь, как привлекаете в свои ряды желающих заниматься общественной деятельностью. Да, об автоволонтерстве я рассказывала. Так получилось буквально недавно, в декабре месяце, что я попала на первый онлайн-социальный форум, который проводился в Москве с самым главным партией «Единая Россия», с Медведевым Дмитрием Анатольевичем. Все проводилось у него. И нас попало всего 7 человек из разных областей, в том числе была я, где как раз-таки я рассказывала, как это вообще у нас объединилось, да, как мы вошли в этот состав волонтерства. И сейчас скажу о том, что вообще волонтерство объединило миллионы людей. Вот именно волонтерское движение «Мы вместе», оно объединило столько людей и показало, что люди неравнодушны и очень открыты к помощи друг другу. Это такое время, в такое непростое, скажем так, время. Да? И вот это волонтерское движение, оно включает в себя не только помощь пожилым, но и многодетным. И вообще всем желающим, кому необходима эта помощь, мы в любом случае всегда на связи, всегда открыты, доступны и всегда готовы приехать, помочь и привезти что-либо. То есть я понимаю, автоволонтеры — это люди, у которых есть свободное время, машина, и они на добровольной основе могут заниматься абсолютно любыми делами. Да, я попала, не то что попала туда, да, и когда это все началось, в марте месяце прошлого года, я даже прекрасно помню, это время, когда это все началось, скажем, первая волна непонятной инфекции коронавирусной, да, и я подумала, у меня есть здоровье, у меня есть машина, у меня есть возможности, почему бы и нет, почему бы и не помочь людям, которые у которых нет возможности куда-либо выйти, самоизоляция и все остальное, да,
как раз-таки вот к этому все и шло. Как люди, к которым вы приезжали, относились к появлению на пороге совершенно абсолютно незнакомых людей, которые бесплатно делают какие-то добрые дела? Реакции были разные. Реакции были разные, особенно, ну, большая часть это, конечно, благодарность, потому что большую часть мы возили к пожилым людям и к многодетным семьям, это, конечно. Пожилые люди всегда рады, встречали нас, они тем более в такое время сидели на самоизоляции, они были закрыты, у них был доступ закрыт к общению, и когда приезжал волонтер, они всегда, наоборот, радовались и говорили спасибо большое, и готовы были только на разговоры, только на положительные эмоции. То есть всегда было положительно. Но вот как собиралась армия этих волонтеров? Кто первый кинул клич какой-то? Как собирали? Через соцсети, там объявления, может быть, какие-то давали? Или какой-то единый координационный центр существует? Может быть, даже для тех, кто вот сейчас посмотрит наше с вами интервью и тоже захочет присоединиться к вам? Да, да, это был клич. Я вообще увидела сама по телевизору, что если есть желание, ну, идите в волонтерство. И я начала штудировать, смотреть в интернете, социальные сети, и увидела, вот, что штаб есть при партии «Единая Россия», и решила пойти туда, там стать волонтером. А так штабов было много, то есть это все объединение «Мы вместе». И, конечно, есть единый колл-центр, скажем так, который принимает заявки, который всегда рад приветствовать любых людей, кто готов помогать и нести, скажем, волонтерское такое движение. Ну а вот сейчас все-таки ситуация более-менее нормализовалась, можем сказать так. Людей, которые обязаны соблюдать самоизоляцию, там и карантинные какие-то моменты становятся все меньше и меньше. Есть ли востребованность в настоящее время в таких людях, в автоволонтерах? Да. Волонтеры востребованы всегда. Ну, конечно, не так, как было вот именно в трудный, да, период. Тогда нас было много, и мы всегда были на передовой, так, в кавычках. Но сейчас, конечно, востребованность меньше, и люди, которые, вот, например, я сама сейчас тоже загружена немножко работой, и я меньше уделяю времени автоволонтерству. Но, тем не менее, свободное от работы время иногда, когда надо, я в любом случае поеду и помогу. Сейчас, да, востребованность чуть-чуть меньше. Но она всегда есть. Вот такой вопрос мне интересно. Приходит человек с улицы, грубо говоря, которого никто не знает, говорит, я вот такой-то, у меня есть автомобиль, куча свободного времени, я готов заниматься добрыми делами. Но мало ли, какие свои корыстные цели этот человек может преследовать. Какая-то проверка на благонадежность, скажем так, проводилась или нет? Или было достаточно просто желание и все? На самом деле, главное желание. Это вообще самый основной пункт. Желание обязательно. И вообще это доверие людям. Раз человек туда пришел, значит, он уже пришел, ну, мне кажется, не из корыстных целей. В такое дело люди идут не из корыстных целей, нет. Там, в принципе, корыстных целей не должно быть, потому что, ну а что волонтер может с этого, скажем так, поиметь? Нет, это все добровольческое движение, которое просто на доверии людям идет. Ну вот вы сказали на передовой в кавычках, я бы сказал, что не надо там никаких кавычек, вы действительно были на передовой. Скажите, было ли страшно, особенно в первое время, все-таки зараза неизвестная, неизвестно, какой человек тебя встретит на пороге, и как он себя будет вести, как вот этот страх удалось побороть, если он был, и насколько, скажем так, спокойно уже потом было работать? Страшно было, но не скажу, что сильно было страшно, потому что ты знал, куда ты идешь, зачем ты идешь, и все равно ты осознавал это, что может произойти. То есть все риски и факторы какие-то уже в голове прокрутил. Поэтому, конечно, перед неизвестностью всегда страх. Всегда страх, но, опять же, скажем, мы не стоим на месте, и наука растет. Вот вакцинация сейчас у нас, да, происходит. И в любом случае мы уже узнали, что это, как это. И я думаю, что страх, он ушел как-то сам по себе. Сам собой. Но если я так понимаю, набор в автоволонтеры продолжается, нет ли сейчас обязательного условия, что автоволонтером может стать только вакцинированный, вот от греха подальше? Или по-прежнему все вот как угодно? Нет, по-прежнему все свободно, то есть человек сам принимает, вакцинироваться ему или нет, но я от себя скажу, да, что как бы я советую вакцинироваться, потому что все равно это здоровье, а здоровье сейчас очень важно для любого. Поэтому вакцинация нужна.
Что ж, давайте вернемся к посланию. В том числе президент Владимир Путин акцентировал очень серьезное внимание на вопросах экологии. Там прозвучала фраза, там, что набедокурил, убери за собой обязательно, намусорил, убери за собой. Расскажите о деятельности вашего предприятия и как она вот параллельно этому закону была воспринята, эта инициатива. Ну, я вообще, наверное, сейчас сначала расскажу вообще про наше предприятие, да, чем занимается ГУП ЖКХ. Я работаю в филиале Коммункомплектация ГУП ЖКХ. Вообще у нас вид деятельности – это поставка тепловой энергии, услуги водоснабжения, водоотведения жилищного фонда, социальной сферы и прочие потребители ресурсов. То есть у нас вообще такое масштабное, огромное предприятие, которое обслуживает 22% в Республике Саха-Якутия. Есть такие улусы, филиалы. У нас вообще 29 филиалов, и 27 – это филиалы именно в республике Улусы. И у нас есть такие улусы, где продолжительность зимнего периода, отопительного периода проходит в среднем 308 дней, то есть практически круглогодично. Булунский вот филиал – это очень интересный такой филиал, в котором отопительный сезон проходит 365 дней. Вот, поэтому у нас такое вот предприятие, да, которое связано вообще с масштабными, скажем, ресурсами. Именно про экологию, что, да, вот я хочу сказать про экологию. Это когда было послание президента именно по экологии, да, вот мне понравилось то, что он сказал, намусорил, да, получил прибыль за счет природы, убери за собой. Это правильно. На самом деле это правильно, и это должно двигаться только вперед. И мне кажется, все структуры, которые связаны вот с этим направлением, именно с направлением окружающей среды, экологии, в том числе и мы, возьмем это, скажем, на карандаш и будем уже осуществлять что-то, программы какие-то разрабатывать в любом случае. И мне кажется, эта инициатива поддерживаться будет очень сильно. Что ж, Светлана Валерьевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаю вам всего доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях была Светлана Чусовская, начальник товарного участка филиала Коммункомплектация ГУП ЖКХ Республики и автоволонтер. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.